студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Глава Якутии и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрели ход работ по тушению лесных пожаров. Ямочный ремонт дорог закончили в Айхале. Расскажем, довольны ли жители поселка айхальскими дорогами сейчас. Якутянин Аял Лазарев сегодня выходит на олимпийский ковер. В рамках однодневной рабочей командировки в Москву Айсен Николаев встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Глава региона и руководители ведомства рассмотрели ход работ по тушению лесных пожаров в республике и вопросы взаимодействия с борьбой с огнем. Айсен Николаев представил актуальные данные о ситуации в регионе и поблагодарил Минприроды за предоставленную Якутии помощь. Благодаря совместной работе республиканских и федеральных сил на начало августа удалось потушить в разы больше пожаров, чем за весь прошлый год. Но ситуация остается сложной, особенно в центральных и западных районах Якутии. Сухая, жаркая и ветреная погода, установившаяся на значительной части территории региона, в последние дни осложняет борьбу с огнем. Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Якутии помощь в тушении лесных пожаров, принято министром обороны Сергеем Шойгу по обращению главы региона Айсена Николаева. Военные, прибывшие тушить лесные пожары в Якутии, будут работать в Горном и Верхневилюйском районах. 2 самолета военно-транспортной авиации Ан-12 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа прибыли с аэродрома Хабаровск-Центральный в Якутию. Личный состав сводного отряда инженерных подразделений насчитывает более 100 человек и полностью готов к выполнению поставленных задач. Также ожидается прибытие специальной инженерной техники. У правительства республики и Министерства обороны есть договоренность о том, что при возникновении необходимости личный состав может быть перебазирован и в другие районы. Только что в Якутск прилетела Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Запланирована встреча с общественным добровольческим штабом по борьбе с лесными пожарами. Также рабочая поездка в Усть-Алданский Улус. По итогам поездки Анна Кузнецова встретится с главой республики Айсеном Николаевым. А наш выпуск продолжит брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике и предлагаем послушать. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о пожароопасной обстановке в республике. Доброе утро. Сегодня на территории республики всего пожаров 178, из них тушится 60. Людей на этих пожарах привлечено 2635, 356 единиц техники. За сутки локализовано 13 пожаров, ликвидировано 6, обнаружено 11 пожаров. На этих пожарах привлечены авиация, Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Они работали согласно плану работы по перевозке людей, средств и техники. Работали они в Хангаласском, и Горном, и Алекминских районах. Самолет-зондировщик работал в Алекминском районе. Те пожары, которые у нас были в Алекминском районе, благодаря работе самолета-зондировщики, ряд пожаров там потушено. Также работают люди, которые привлечены с региональных штабов. И также вчера прибыло 4 августа батальон Министерства обороны Дальневосточного военного округа. Они будут базироваться в Горном районе и будут работать на пожарах в Горном Улусе. Техника, которая будет прибывать через железную дорогу в Нижнем Бестяхе, и по мере выгрузки и транспортировки их батальон будет разделен на 2 части и будет выдвигаться в Верхневилюйском районе. Основная база работы военных будет базироваться в Горном районе. Также в зоне внимания работы оперативного штаба находится ряд населенных пунктов, которым угрожает пожар. Это Бескёль в Горном районе, Ударник в Тампонском районе, Кылайы в Усалданском, Салбанцы в Намском, Далыр, Хомустах, Дюльюки в Верхневилюйском районе.
за предоставленную информацию. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. К другим темам. Семьи с детьми смогут путешествовать по льготному семейному тарифу. До конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет смогут отправиться в путешествие, выбрав средством транспорта в своем туристическом пакете железнодорожную перевозку по специальному льготному тарифу. Скидки будут действовать на железнодорожные билеты поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих по России. В среднем цена такого билета снижена примерно на 40%. Воспользоваться льготным тарифом можно при приобретении готовых и индивидуальных туров у туроператоров. Также новый механизм субсидирования авиабилетов планируют для арктической зоны Якутии. Министерство транспорта и дорожного хозяйства планирует внедрить новую практику с 2022 года. Это позволит увеличить охват субсидированных перелетов до 45 тысяч человек. Как отметил министр транспорта Владимир Сивцев, предложение уже внесено на рассмотрение правительства. 3 объекта здравоохранения ведут под ключ в Якутии. В рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения республики» на 2021-2025 годы и казенное учреждение «Служба государственного заказчика республики» заключили госконтракты на строительство 3 объектов, ввод которых запланирован во второе полугодие 2023 года. Благодаря программе в селе Итык-Кюэль началось строительство 3-этажной поликлиники на 200 посещений в смену. Также ведется разработка проекта сметной документации больничных комплексов в поселке Усть-Мая и селе Чурапча. Спасти жизнь здесь и сейчас. Станция переливания крови приглашает жителей и гостей столицы стать донором костного мозга. По словам сотрудников станции, на сегодняшний день люди с заболеванием крови не могут найти подходящего донора не только в регионе, но и по всей России. Для этого нет базы. О том, как будет развиваться донорство костного мозга, расскажет Саргалана Неустроева. Специалисты отмечают, из миллиона доноров костного мозга только один может оказаться тем самым. В настоящее время не только в регионе, но и по всей стране имеющейся базы доноров недостаточно даже для одного человека. У нас в Российской Федерации создается, вернее создан, но в очень небольшом количестве реестр потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток. Но для развития и для того, чтобы подобрать уже реципиентам доноров, необходимо создать реестр в пределах нескольких миллионов человек. Искать заветный генотип людям с заболеванием крови приходится за рубежом. Чтобы решить эту проблему, была запущена программа по развитию базы Федерального регистра доноров костного мозга. Реализацией программы занимается Кировский институт гематологии и переливания крови. Вы, наверное, все видели эти посты жуткие, когда показывают детей, взрослых, которым собирают смс-ками деньги на поиск донора за рубежом. Вот как раз, чтобы ликвидировать такую сложившуюся ситуацию в России, и создается база массовая, обширная, включающая многие регионы с разными генотипами доноров, чтобы помочь людям, болеющим раком крови. Вопреки расхожему мнению, процедура изъятия костного мозга практически безболезненная, схожая со сдачей обычного анализа крови. Для того, чтобы спасти целую жизнь, требуется лишь 3 мл. Я узнал, что я могу сдать кровь и помочь кому-то с больным с раком крови. Процедура прошла быстро, безболезненно. Работники молодцы. Создание базы доноров костного мозга началось и в республике. Все это стало возможным благодаря деятельности Лиги женщин-ученых Якутии, которая в прошлом году выиграла грант главы региона. Результатом же станет подписание соглашения о сотрудничестве с Кировским институтом. Уже сегодня 15 полученных образцов крови отправлены в Киров на извлечение генотипа и внесение местных доноров в федеральную и региональную базу. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск.
Ямочный ремонт дорог закончили в Айхале. В Верхнем поселке отремонтировали 260 квадратных метров дорожного полотна. Ямы залатали по улицам Алмазная, Энтузиастов, Спортивная и другим. На ямочный ремонт в этом году из местного бюджета выделили 800 тысяч рублей. До конца августа отремонтировать дорогу и по улице Юбилейная в районе дома номер 14. С 4 августа там ограничат проезд автотранспорта. Дополнительно на этом участке отремонтируют подземный коллектор. Также в поселке покрасят пешеходные переходы, установят 7 оповещающих дорожных знаков. Эти работы обойдутся в 260 тысяч рублей. Наши коллеги узнали, довольны ли жители поселка айхальскими дорогами сейчас. Недавно, да, там, наверное, наверху и здесь. Починили немножко, нормально. Да так ничего уже подделали, нормально вроде. Вот здесь еще по Юбилейной, там вот надо заасфальтировать немножко, ямы большие. Вот сейчас ехали, повороты тоже. Тут ямку сделали, а там не доделали. А Макинга там внизу, вот там, чтобы надо посмотреть будет. Вот. Так более-менее. Розничная торговля овощами и фруктами стала темой разговора в Нерюнгринской районной администрации. Глава района Роман Щегельняк пригласил представителей бизнеса, которые обеспечивают внутренний рынок плодово-овощной продукции. На встречу присутствовали и наши коллеги. Глава района отметил, что во время встреч с населением звучит много претензий в адрес овощников. Еженедельно бывает 2-3 жалобы, и на встречах мне всегда этот вопрос озвучивают. Во всех населенных пунктах, даже в Хане. Поэтому сегодня были приглашены все, наши предприниматели, которые занимаются данного рода бизнесом. И им были доведены простые требования людей, которые в принципе совпадают с требованиями правил торговли и правил санитарных норм, да, которые распространяются на всю территорию Российской Федерации. В частности, речь шла об актуальных ценниках на каждый товар, чистоте и санитарии, оформлении торговых павильонов, торговом оборудовании, вывозе на полигон отходов и форменной одежде для продавцов. Когда мы проводили мониторинг, все говорят, что картошка Азербайджан. Раньше, то есть, была Амурская область, Чита, Забайкалье. Это же дешевле, то есть сейчас нет. Сейчас Амурская область вообще ничего не делает. По поводу картофеля, да, изначально была азербайджанский, молодой, а сейчас уже красноярский вышел, конечно, цена падает потихоньку, уже каждый день уже. Была где 90 рублей, сейчас уже 55 рублей там. Сейчас потихоньку. 75 Не, он сейчас будет падать потихоньку уже, только красноярский, краснодарский уже. Пока 75. Да. Поскольку предприниматели из года в год допускают одни и те же нарушения, они были предупреждены об ужесточении контроля в соответствии с законодательством и о мерах ответственности. По итогам всех проверок проводятся применяются административные меры, в частности, составляются протоколы об административных правонарушениях. В случае серьезных нарушений передаются материалы в суд на приостановку объектов, и если нарушения не такие серьезные, а быстро устранимые, тогда применяются штрафные санкции, выдаются предписания об устранении выявленных нарушений. Итогом разговора стало требование для представителей бизнеса, которые обеспечивают внутренний рынок плодоовощной продукции, жесткого соблюдения правил торговли и норм законодательства, связанных с защитой прав потребителей, и соблюдения требований по антиковидным мероприятиям. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Далее о спорте. Тренер Антон Ильин и ведущая спортсменка алданской школы карате Киоку Шинкай Светлана Бережнова прошли летние сборы сборной России, которые состоялись в июле в Крыму. Сборы – это в первую очередь общение с профессионалами, пополнение багажа знаний и навыков по дисциплинам, новые методики тренировок. Как это часто бывает, после подобного эмоционального заряда по возвращению домой хочется все изменить и перестроить. Вот и наши герои полны энергии и энтузиазма. Тем временем якутский борец Аял Лазарев узнал своего соперника по олимпийскому ковру. В Японии завершилась жеребьевка для борцов весовой категории до 125 килограммов. В первой схватке Аял Лазарев, представляющий на Олимпиаде сборную Киргизии, выйдет против представителя США Гейбла Стивенсона. Выход на ковер якутянина ожидается сегодня в 11:00. Поддержим нашего земляка.
К этому часу это все новости. Хорошего дня!